Ты впервые для меня завтрак готовишь. О, таван яна, Заля, смотри, Я что ты делаешь. знаю. Сейчас. Капец, ёпа мать. Капец, что ты делал? Видишь, да? Что, убрать пока сковородку? Да нет. Давай я уберу пока. Да не надо сейчас. Почему? Да он же без масла. А, или масло горит. Нет, с маслом. Да? Угу. Короче, у нас тут горит сковородка. Азаля готовит завтрак с яички, с ветчиной, с сыром. А какой сыр кладешь, Азаля? Дефикацию кладу. Фитакса? Да. И помидорчики, да? Угу. А помидорчики... ну ладно. Не-не, О. нет, ничего. Спасибо, моя малышка. Раньше я Зале готовила завтраки, теперь Заля готовит мне завтраки. А пока я завтрак. Очень интересно готовить. Ну, это ветчина вкусная, нет, Заля? Да. Которая это... как называется фирма, забыла уже? Инди лайф, ветчина из индейки. Индилайт. Правда? Как индейка, эй? Потому что ты есть индейка, нет? Иногда, Заля, в колбасе нет мяса, а в ветчине нет ветчины. А тут, да, вкусно. Индилайт. Прикольно, прикольно, молодцы. Что, тарелку дать кому? Ну, сама? Мне завтрак приготовили. Только подожди, когда остынет. Почему? Я горячий люблю. Ну, смотри, от него аж этот идет. Ну что, я вообще горячий люблю. Спасибо большое, Залюшка. Сейчас я как наверну его, сожру его. Вкусно, когда. Спасибо. Правда, вкусно, когда. Ну ты что, фитакса растаяла? Да, она не должна прям, ну, очень сильно, так чуть-чуть. Очень вкусно, когда. Спасибо, зайчик мой. Покажу кое-что. Смотрите, я на батарее грею покрывало. Знаете для чего? Для того, чтобы положить его в матизик, чтобы Азалия не замерзла. Чтобы попочка Азалия, смотри, чтобы твоя попочка не замерзла, я тебе этот плед согрела на батарее. Потому что в этом, как там в матизе, очень холодно. Он вообще не успевает нагреваться, понимаете? Я не знаю почему. На новой машине я боюсь себя вести. Там вообще страшно. Господи. Если бы вы знали, как по утрам Азалию страшно вести в школу, потому что, друзья, очень много машин. Стой, я же не могу отсюда выехать-то. Один черт папам да надо, чтобы быстрее машину свою Альберт, машину убери. Давай быстрей. Да, я же выехать не могу. Закрывай дверь. Сейчас папа машину уберет. Мать, поставил машину, мне не выехать ничего, блин. Как я должна здесь выехать? Вечно меня блокирует своей машиной. Сейчас папа машину уберет. Не опоздаем, не бойся. Я быстро езжу, если мы сможем на тут повороте выехать вообще. Ты что так вздыхаешь, я не могу понять. Да просто вздыхай. Один раз вздохнула, все уже. Один раз опоздаешь, бухтал нас. Мам, я опоздаю не на просто урок, а на химию, понимаешь? И что? А химия что? Не то, на химию нельзя опаздывать. Да? Фары. Чего едем, не надо мне Я и так нервничаю, не знаю, как оттуда выехать. Машина до хрена есть будет. Цыглин уже много едут. Одна дорога, блин. Нормально все будет. Бисмиллахиррахманиррахим. Если скажешь, все будет хорошо. Согрелась машина, да? И целый час нагревала. Вот я дурак, да, решила поехать, фар не включила. Удачного дня, да. Спасибо. Пока-пока. Да, моя малышка. А вот и я проезжаю детский садик, который я работала поваром. Я скучаю по работе своей. Было весело, у нас такой коллектив шикардосный был. Девчонки такие классные были. Весело было, весело. А теперь я, друзья, веду блог. Снимаю вам дурацкие свои тупойские вайны. Многие говорят, что я снимаю тупойские вайны. Ничему людей не учу, полезный контент не снимаю, ничего хорошего и полезного не показываю. Только одна фигня в моем блоге. Но зато
веселый контент. Это тоже полезно, между прочим. Веселый контент, с юмором контент. Люди отдыхают, мне кажется, когда смотрят мою страницу. Хоть и ничего полезного не получают, но зато улыбаются. Когда человек улыбается, это тоже полезно, между прочим. Бляха-муха, тут колонна вообще капец. Если человек улыбается, он, значит, у него поднимается настроение. А это полезно. Значит, я тоже пользу приношу человеку. Так что не надо мне говорить, что я типа это, как там его, не приношу пользу. Сейчас мне как-то надо проехать, если меня здесь не стукнут. Все, нормально, я проехала, друзья. Все, я дома. Чуть-чуть осталось. Я проехала. Да потому что, знаете, поток какой с длиной едет. Такой поток вообще, блин, на свою сторону улицы даже не перейдешь, блин. Столько машин, потому что весь Иглинский район работает вообще-то в Уфе. Прикиньте, а Иглинский район, он вообще огромный. Только возьмите поселок Иглино, этот райцентр. В райцентре в Иглино только живут 50 тысяч населения. Прикиньте, это вообще-то самый огромный поселок Республики Башкортостан. Так, это выключаем. Как выключать? Ну, вот так выключаем. Все нормально. Я жива-здорова. Спасибо, что... Меня спасибо, что были со мной, поддерживали меня, пока я ездила за рулем. Сейчас я вам покажу свою аптечку, потому что многих интересует, что же я вообще употребляю, что у меня столько энергии, и быстро я восстанавливаюсь после операции. Вот сейчас я покажу свою аптечку. Знаете, я раньше смеялась, когда бабушка хранила свои всякие таблетки в шкафчике. Их целая куча была. Я думала, господи, вот эти все таблетки в шкафчик даже не умещаются. Сейчас у меня то же самое. Смотрите, вот мой шкафчик, да, смотрите. Вот эта вся полка у меня, мои витаминчики. Это еще не только... Вся полка вот здесь вот, да, хранится. У меня еще в тумбе 2 аптечки. Представляете? Ну вот, короче, многих интересовало, что же я пью. Я пью, вот, смотрите, доктор. В первую очередь коллаген пью. Кстати, про коллаген хотела рассказать, девчонки. У нас коллаген сейчас обновленный. Совершенно обновленный. Вот такой вот хаотта. Видите, коллаген легко внутри. 120 капсул. Он у нас теперь идет с витамином С. Смотрите, гиалуроновая кислота. Вот такой вот коллаген. Коллаген очень полезен для суставов. Я миллион раз об этом говорю. После резекции желудка я начала пить этот коллаген. И у меня, как все знаете, офигительно выросли волосы. Вот это первый знак, что коллаген мне помог. И с ногтями у меня закончились проблемы. Это я тоже говорила. Так что, девчонки, после 25 лет обязательно пейте коллаген, потому что он еще и подтягивает кожу. Вот я не пила, Инамбаши, до 45 лет вообще коллаген. И из-за чего, вот видите, у меня кожа капец как растянулась, и пришлось даже пластику делать. А может быть, если бы я пила коллаген, у меня, может быть, такого и не было бы, доктор. Еще, девчонки, я пью спирулина. Обязательно тоже. Это мама мне порекомендовала тоже спирулину пить. Надо с перерывом, надо пить. Кстати, коллаген тоже с перерывами надо пить. Инструкцию прочитайте, пожалуйста. Вот наш коллаген, да. Потом пью я еще вот омега-3 пью. Потом еще вот аквадетрим пью. Обязательно. Потом еще йодомарин, это не мой, это азалькин. Еще вот спрашивали про витамины, которые я начала пить после резекции желудка. Вот это мне Гамид Абдулмеджидович, мой хирург, посоветовал. Вот, я заказываю их с Турции. Харикаре, если я правильно говорю. Харикаре, вроде как. Вот это витамины тоже я не останавливаясь пью. Вот я только забыла у него спросить, блин, вообще перерыв надо делать? Нет, потому что я уже 9 месяцев их пью, прикиньте, не останавливаясь. И буквально недавно, друзья, я сдавала анализы. И знаете, что хочу сказать? У меня все анализы отличные. Представляете, ма? Даже Альберт это вот анализдарың хайватты. Да потому что, друзья, вот я сейчас пью, вот это все не останавливаюсь. Я только из-за этого. Ağaçlarım, hilminin ağaçlarım, hilminin şadlığı ile
алтыда баштарым, һин минем агыштарым. Господи, такая песня, это что-то. У МКК, оказывается, есть мусульманская колбаса, но она нифига не халяльная, хочу попробовать. Цвет, вот знаете, точно такой же, да, как у этой не мусульманской, докторской, который сускайтная. Сейчас попробуем. Посмотрите, мусульманская более темновато-розовато. Цветом различается, по вкусу различается, нет? Господи, делюль вырмейхин этой, даже колбаса тельган хмакта тугуль, паштет хмак. Вкусненько. Продегустируем это, не мусульманскую сусхайтина. Режется, кстати, знаете, более тяжеловато. Надеюсь, меня Бог не накажет, что я сожрала маленький кусочек нехаляльной суска колбасы. В ад за это, надеюсь, не отправят. Вот за это можно меня в ад отправить, как думаете? Бисмилlah ваш шаг нормального. Они оба вкусные. Я раньше брала мусульманскую халяльную колбасу. Офигеть, такое дерьмо. У меня трэш-новость же. Я забыла с вами поделиться. Короче, слушайте внимательно, это вообще капец. Помните, я в тот раз, выложила сторисы про чебуреки, которые были приготовлены из вареного прокрученного мяса. Я там вообще не показала, в каком его магазине купила эти чебуреки, да. Кто производитель, не говорила, да. Выложила эти сторисы, просто сказала, вот, ёкарный бабай, чебуреки приготовили из вареного прокрученного мяса. Но я же разбираюсь, бля, любая хозяйка может определить, чебуреки из чего приготовлены, из какого мяса, да. Неужели вот вы не сможете разобрать? Там сырой фарш внутрь был положен и поджарен чебурек. Или же вареное мясо прокрутили и положили в чебурек. Ну, вот любой, мне кажется, любая хозяйка может это разобрать. Ну, так вот, я поняла, что они приготовлены из вареного прокрученного мяса. Я об этом рассказала и сказала, какого черта. Раньше у них чебуреки были такие вкусные, офигительные, а вот сейчас они испортили, конечно, свое качество и начали вот такие вот чебуреки делать, да? И представляете, через неделю Альберту звонит человек, который заведует этим производством, хозяин этого магазина, да. Ну, он, между прочим, очень уважаемый человек на самом деле, работящий, очень целеустремленный, ну, такой крутой бизнесмен, он молодец, он с нуля поднялся сам, открыл такое огромное производство, вообще человек просто легенда на самом-то деле, да. Башкорт еще, это вообще круто, конечно, вот когда башкортар добивается таких результатов, у меня прямо гордость появляется, да. Ну вот, короче, этот человек звонит и наезжает. Какого черта? Выложили сторис, где обвинили мои чебуреки в некачестве. Или что там, ну, короче, обвинили мои чебуреки в плохом качестве. Вот так, короче, кричит, да. Но это не дословно, это уж я эти слова некоторые сама придумала, конечно же, он так прямо не говорил, но он примерно в таком контексте, что-то там говорят же, вот так говорил, да. И вот, короче, на Альберта наехал конкретно. Я это так не оставлю! Я на вас в суд подам! Я на вас управу найду! Кто вы такие? Да я там такой-то сякой-то, бляха-муха! А вы, блин, вообще никто! Я на вас управу найду! Баласалар, манкалар! Короче, вот так. И мой телефон номер просил. Альберт не дал мой телефон номер. Я говорю, а что ты не дал-то? Я, короче, сама перезвонила ему. Я говорю, вот я. Ну, потому что, что я прятаться-то буду? Вот, он говорит мне, ах, это ты? И все так же, короче, как на Альберта, начал бочку на меня катить. Вот, я так это не оставлю, я на вас в суд подам. Все, уже юристы, говорят, работают вовсю, говорят. Скоро жди, говорят, повестку в суд. Вот так вот, друзья, на меня, короче, очень крупный предприниматель Республики Башкортостан. Он, между прочим, действительно очень крупный предприниматель Республики Башкортостан, очень уважаемый человек, да, подает на меня в суд. Вот, я хотела об этом предупредить вас. Скоро, наверное, будут сторисы судебных заседаний, если мне разрешат вообще снимать. Я вот боюсь, что мне бы как бы не прилетел большой штраф, как бы меня действительно не засудили. Но посадить-то меня не посадят, конечно. Но, блин, могут и припаять мне штраф, действительно, друзья. Потому что скажут, вы что там, очерняете репутацию этого предпринимателя. А еще этот бизнесмен, знаете, что говорит? Докажи,
что у меня чебуреки были приготовлены из вареного прокрученного мяса. Докажи! Вот приходи и докажи! Меня говорит. Вот давай возьми сейчас. Конечно, как я могу сейчас доказать? Да, как я сейчас вот могу доказать? Конечно, я не смогу доказать, поэтому я могу действительно оказаться проигравшей стороной. Действительно, меня могут наказать. Так что вот такие дела. Я жду сейчас повестку в суд. Не знаю, что там дальше будет, конечно. Тяжелая ситуация, конечно. Неприятная ситуация, конечно же. Ну, что поделаешь. Так уж вышло. Придется принять все это. Мне, конечно, неохота ни с кем судиться. Но ничего не поделаешь. Я думала, уже поет. Зәңгәр күлмәгеңне киеңдә, зәңгәр күлгә көндә төшәң, йөрәгендә ниндәй утар яна, уйларымды Yüreğimde nindey utar yana, uygarımda bile bilesin. Usta, bu ne bu? Сумка. Сумка? Что сумка была? Уста, Азалия, смотри, Зарина, сумка. Обалдеть. Вот такая сумка, что ли, вот. Это кошелек какой-то. Каразаридан сумка. Оставила. Уйдем бір размерно. Обалдеть. Ну-ка, и что туда вмещается? Это для Барби? Ну, нет, олень, да, деньги только лежат. Да, Потому что я наличные ношу. Бұнда не, ақсағына хия, қарағыз достар, бұнда хия, мына, ақсағына. И все. Нет, обычными ключи говорим, да. Господи. И другие нужные мне принадлежности тоже говорят. Какие? Нужные. Телефон мой точно. Манда Милявша сделала салат. Там еще что-то есть. А где еще один салат? Один только? Да? Да, хватит и. Ну, как будто два делали, как показалось. Манда, короче, есть пиво. Монастырское такое огромное. Самое главное, да, не. Пиво, спиртное. Бога, салат можно один только делать. И банда очень-очень много этого пива. Наверное, оно безумно вкусное, раз его много здесь. Да. Самый главный день Альбертага. Да. Значит, прошла проверку. Элик шихана северген кеше. Надыр монастырскийся. Потому что он теперь модно одевается, Милявша, опять. Кстати, Мишель вообще не пил. Эй, Красный Восток я не пил. Красный, ты пробовал пару раз, но его еще не пил. Да? Это пойди мало пил. Альберт меня на днях бляхает мне пивоны эсерге химин öğretmişsin. А что, серьезно? Да. Мен элек вообще пиво сменим ты. Да. В Прикиньте. смысле, он вообще не пил раньше? Нет. Пил, но не в таком количестве. В смысле? Хочешь сказать, меня не блин эсерге öğrettin что ли? А? Эти какие-то люди вообще толк вообще абсолютно не понимает. Почему? Не нравится мне это. Стриптизер что не нравится? А? Ага. А вы думаете, стриптиз тут хабар берген? Ну, Милюша, это же меня обманут говорили. Я потом убежал оттуда. Меня заставили. Обманом Альберта повели в стриптиз-клубка. Представляете, вот доктор. И он оттуда... Глазами, наверное. Да, потом он оттуда сбежал. Вообще впервые проводим такой формат мальчишника. Альберт день рождения еще ни разу не проводил, только с мужиками. Мы всегда с парами проводили его день рождения, а на этот раз решили вот такой новый формат сделать. Надеюсь, будет без приключений. Мы сейчас ему стол приготовим, Зариной все отснимем, какой стол приготовили, и поедем домой. А Альберт будет один тусить с мужиками. Меня Милявша хотел с этими мужиками оставить там. Ай-яй. Ну да, это правда, правда. Я хотела, Зарина мне там немножко поснимать надо мне там, побудешь с мужиками, это именно. Мальчишник будет проходить в нашем Афрейме, я уже вроде вам говорила. Надеюсь, все будет в порядке. Афрейм, да, бирхат, битместер. Шунгынан куркам, ну и так-то все родственники, друзья, у нас приличные люди. Аллах шукр. О, чистота, порядок. Зарина впервые в нашем Афрейме. Как тебе Афрейм? Во второй раз?
Я еще второй раз. Меня на Сахатыгена парламента вообще шикарно. Да, оказывается. шикарно. Где беседка, вот чан стоит. Да, у нас красиво вообще-то. Очень даже. Стильно, красиво. Стильно. Это я все делала, дизайн мой. Полностью мой дизайн. Так что кому нужен дизайнер, обращайтесь. Да, дизайнер Гарайкян на минималках. Давайте обращаться. И тебе. Самое главное, будут шикарные паласы. Полостар я вам подберу. Столько готовился к этому дню, столько дегустаций делал, чтобы в день его мальчишника у него было самое лучшее пиво. Люди думали, что просто так это дегустацию делать. На самом деле нет, там все было предусмотрено. Сара, купма пиво, блин. Холодильник-то только пиво, блин. Башка юг, брэмэля. Это холодильник мечты Альберта. Вот доктор, прибыл кейтеринг от Айгуль Османовой. Наша спасительница Айгуль Османова. Можно ходоняй? Людей. Можно каждый день вообще день рождения справлять. Тоже клубника, офигеть, и веточка новая. У них очень много новинок появилось. Гуся же тоже не было. Сейчас у них есть манты с говядиной и с курицей. Из рубленого мяса. Манты вообще офигительно вкусные. Блин, с алкашами. Очень пишмак, конечно, вкусный. Как домашние делают они. На совесть. Ну, даже овощи на таране смотреть. Да. Все красота, да? Вроде и так просто, но так красиво. Смотри, что идешь. Из говядины манты бомба. Домашние. Давай не оставим, мужикам заберем. Вы клубнику забираете, почмак забираете, вы не забираете. Ну, давай, только широко. Не, давай берем. Блин, куанта тоже охота попробовать, конечно. Блин, молодцы вообще на совести, что ли, понимаешь? Из-за этого у нее бизнес развивается. Из-за этого у нее заказов дофига, потому что она действительно на совести стоит. Она карам, она калыз. Даже да? Офигеть. Ну, уйдет карма, нинде куанванда, целый куан, мотор деп золотистым жарили, а бельхан не дегден делают. Поэтому и все заказывают у нее, а не у кого-то другого нямбаши. Телеграм, да, еще висит? Да, еще Теленган. Вы можете заказать, как говорится, Теленган, можете заказать Теленган. Мне еще нравится то, что начала она меню обновлять, да? Каждый раз какая-нибудь новинка. О, я обожала все. Прикинь, вот и все. Это накрытый. Вообще, бери на что как мы. Открыли и все. Я вообще не радуюсь, что я работаю с Айгуль Османовой, что у нее заказывают. И любой кунак келет, то там да заказывает, и все, накрыл, и все, башында ауыртмай, хинде арымайын. Шулай И вау-эффект вызывает, и вау, точно всем понравится. и вкусно, самое главное, шоу. Deliziosa baby, nei tuoi 20 anni tutto ti sorride e non inganni, sei l'aurora baby che non si scorda più. Io tuo mondo baby. Ол хаман шаптырдап магазинға барала келе, қараған холодильникті. Мына хаман шул холодильникті забивать етті. Убери давай руку. Остафирулла. Уже гаймай ведь. А? Почему вы сегодня без Смотри. настроения? Че смотри? Ну, алкоголь. Ну и чё? Вот такой здесь. Безалкогольный тут раньше. Угу. А кімге ну алкоголь алдың? Алкоголь. Аферға? Родной братишка Альберта не пьет. Абсолютно. А ничего, бір гына бутылка алдың, что ли? Ладно, я. Ну-ка, посмотри-ка. Ларина, мына бұлар білмеймін қарағал. Мына бұнда ақта. Екінші полка, үшінші, төртінші, весь полностью толған. Вы что, собираетесь неделю здесь проводить? Нет. А сколько? Вечер? Танцпол везде, где захочешь, звук на максимум по всей стране. На Камчатке, в Москве, танцпол везде. Вся планета диско-шар, будь на своей волне. День рождения вообще давным-давно өтті. Время где-то день рождения. Бар магазинға. Хаман пивоғын ханайы, бұқара пиво. Мен айтпа күремі пиво. Деді Альберттан ташқанда, Альберттан мен қолымдан тұтып қанаттар айыны. Машиналы отырғанда қолымдан тұтып отырғанда. Представляешь? А можешь представить, что мен қолымдан тұтып отырғанда? Хрен тебе. Так, қарайма. Дарина, попробуешь? Лук режем? Не туда лука никакой. Мирафрако, я весь лук. Это, блин, не огурцы. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Вкусный же. Вкусно, там весь лук. Ну, видишь, он из-за того, что с луком вкусный. А наверное, вкусный же. Это потому, что лук есть, Дарина. Я понимаю, мне было бы, наверное, лет так 10, короче. Обмануть можно было, да? Обмануть можно было. Атас! А был не мя? Где? Нет, тазик моментик не мешает. Нет, велик запариваешь, тазик? Тазик запариваешь? Значит, ты клиентара не разрешаешь? Не, yorulmayalım da.
Ауди, блин, а? Ну это же мой, блин. Чё мой? Клиенты это клиенты. А? Клиенты это клиенты. Смотрите-ка, достар, яңы тазик сатып алған, миндік. До такой степени югіріп, әдірләніп жүріп. А тазиктен жеп сатып алдым яна, бүгін тазик ойнайсың. Тазик yok mu bu тазик? Работа закончилась, друзья, мы заренный стол накрыли. Красоту навели, порядок навели. Я боюсь представить, конечно, что завтра будет. Самое главное, Альберто Халя вообще довольный. Да. Такой шикарный ты. Он радостный. А то у него настроения что-то не было. Я не знаю, почему у него настроения не было. Сейчас он ждет гостей, своих мужиков. Ладерха сейчас уже приедут, а мы уходим, потому что здесь мальчишник, только чисто мужская территория, чисто мужская вечеринка будет. Мы с Зариной уезжаем впервые. Я такое долгое, длинное расстояние поеду одна. С Зариной, то есть, поеду. Альберт на хаммамда элемеке. Что говорит, чан затопила, говорю, ты. С мужиками будет чан керерга. Ты можешь сторисы поснимать? Свой день рождения немножко. Нет. А чё? Как чане купаетесь? Как вы тусуетесь? А? Ой, хеветтен ауторого, ну итермейнді, пожалуйста, Альберт. Я вообще эсерге ойламаймын, ға. Хинте ойдамайсың да. Не перепутай. Назад R. Да вперед. Все, да мен бутайын, давай пока. До свидания. Пока. Милеуша апай, оқына кетіп пара. Вроде должна оқынарға мұнда мен. Мұнда әлемлер оқып пара уже. Но мұнда, мне кажется, легче разгоняться. Ну, понятно, что легче, но бunda қынасы әрине. Потому что длинный. Игра креслый. Вот она уже перестраивается на левую полосу. Это значит, что она сейчас начинает разгон. Пускай его полоса для разгона. Для шумахеров полоса. Вы, между прочим, только что обогнали уже одну машину. Это еще так отрывало, когда В этом выпуске день рождения Альберта. Салям, достар, бүгін еду на секретное задание по поручению башкирской домохозяйки. Очень важное задание, шпионское. Проследите за Альбертом Агаем. Онда только мужики могут быть. Милеша Пойдаков Сагана. Меня поручили за ним проследить и за его гостями. Салам алейкум. Решил подарить букет. О, спасибо. Мандарин. Который вот это все построил. И мои дома строит. Родной братишка. Вот. Роберт, который он там стоит все, арба стоит, там все вот. Мастер деревянных дел, вот мой друг. Плотник. Азат, здесь с такого места, мой друг. Электрик, весь сантехник, все делает, строитель капитальный. Ренат, кому крипта нужна, сразу к нему. Очень хороший друг. Капец, блин. Хамон. Ильгиз, муж Ильгин 100, блогера. Ильгиз 100. Сам. На пенсии уже все, его можно снимать. Все. Полковник Следственного комитета. Вот. И Марат. Марат, ведущий город Октябрьск, который купил нам машину Купер с Кореи. Какой Альберт на самом деле? На самом деле Альберт добрая душа. Классный мужик, короче. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Альберт на самом деле искренний, честный. И несмотря на то, что статус его в обществе растет, он всегда остается порядочным, добрым и человеком с открытой душой и большим сердцем. Ну вот на самом деле Альберт, какой есть на экранах, он такой же. Он добрый, он ответственный, он очень трудолюбивый. Вот. У меня к нему вообще никаких вопросов нет. Классный мужик на самом деле. Лучше и не скажешь. Альберт для меня он лучший верный друг. Работящий,
симпатичный. Оу май! Сам может свои ошибки исправить, сам. У него все в голове все творится. То, что он создает, это его семья. Семья самое главное для него. Но самое важное – это семья. Осық кеше, көңілді кеше, аның білән вақыт өткәргә еңел, рәхәт. Шулай тәң килә. Бывает, как ругаемся, так-то всегда находим общий язык с ним. Отличается ли Альберт инстаграмный от Альберта настоящего? Йок, Шолок. Альберт, что в Инстаграме, что в жизни Шолок, короче. В Инстаграме Альберта я никогда не смотрел. Я просто похлопаю. Не, такой же. Мне кажется, там он отличается, его так Миляша выставляет, чтобы он отличался. На самом деле Альберт такой же добрый, ответственный, в принципе, спокойный, любит покушать. Единственное, он любит покушать, вот от Инстаграма это не отличается, любит покушать, да. За какие черты вы цените Альберта? Открытый, добрый, человек с большой душой, человек, который умеет радоваться искренне, и человек, вот кто бы сколько с ним не общался, день, 2, месяц, 10 лет, 20 лет, всю жизнь, все люди понимают, что это человек безотказный и человек, который всегда придет на помощь. Будьте добры, помедленнее, я записываю. И всегда будет рядом и в горести, и в радости. Гостеприимный. Угощает от души. За простоту. Просто и ясно. За простоту. Она остается всегда с человеком. В любой ситуации. Альберт гостеприимный, а он добрый, он ответственный. Ну, он мужик, вот, прям вот мужик, ему можно довериться. За улыбку, за честность, все. Вам нравится отдыхать без жены? Жена больше нравится. Ля ты крыса, Нет, женской компании не хватает. Есть другое, я никогда не гулял без жен, у меня не было такого. Может быть, было в 90-х годах. Может быть. А может и нет. А может, пошел ты. Вам нравится гулять без жены? Чего-то не хватает, ну... Пока не ощутил. Первый раз без жены гуляю. Серьезно. на, серьезно, ты не верил. Чего-то вроде бы не хватает. Альберт, давай, сколько вам стукнуло лет? 48. А насколько себя ощущаете? 18. Охота до сих пор в дискотеку пойти, ты гребла. А от родителей убежать. Я ничего не жалею. Вообще абсолютно ничего не жалею. Я бы изменил. Блин. Наверное, ничего не изменил, да. Институт бросил через 3 курса. Ну, так бы и бросил. Нет, ничего не изменил бы. Мне моя жизнь вообще здесь нравится. Оставили бы все как есть? Да, обязательно. Какой момент из жизни вы хотели бы повторить? Я что ли? Повторить? Я хотел бы повторить, наверное, когда дети были мои маленькие. Вообще. Аделина, Азария, когда маленькие были, вот это я хотел бы повторить, чтобы опять пережить вот это чувство. Класс. Хорошо, еще один вопрос. В какой момент вы поняли, что вы самый счастливый? Когда вы поняли, что вы счастливый человек? Я понял, когда я счастливый человек. Блин. Я, наверное, всегда был счастливым. Наверное, так. Когда я родился, наверное, я стал уже счастливым человеком. Когда школу закончил, когда с армии пришел, когда женился, когда дети родились. Вот самое счастливое время, всегда. Милеша апай, сюрприз. Альберт Айга подготовил и Good Night Show сахарды. Привет, ребята! Мен не планировал, конечно, Монсайнерге вообще. Может, айтам деген. Но Монсана көргәс не смог отказаться. О, сәлеметсіздер! О, мында 7 градус өте.
Ничего, хорошо, суммана. Италия. Как мы так вдохновились на Ошунде Афра Дом Тудерге, когда идея возникла? Возникла, когда снимали такой же. А, когда вы сами снимали, да? Да. Я думал, что я не смогу что ли построить. Кажется, как будто лето на улице. Да, класс просто. Приезжайте в Чан у Альберта. Вот и все. Неплохая получилась история. Интересная, веселая, порой немного грустная, а главное поучительная. Она научила нас быть смелыми и не бояться вызовов, которые готовит нам жизнь.